Конечно, сказочной по своей красоте природа Ингушетии с ее башнями, словно выросшими из глубины веков, не терпит суеты. Но на размышления о неприходящих ценностях бытия времени нет. Хорошо бы остановиться, сбавить темп, но надо бегом. Быстрее и еще быстрее. Так было задумано 5 лет назад, когда вместе с всенародно избранным президентом республика вышла на старт. Скорость добавляется. То есть это движение республики. Потому что если кому-то надо за год что-то делать, а нам надо это делать за месяц. Главное выдержать, не сорвать дыхание и обязательно побеждать, как в детстве, когда сам занимался спортом, играл со сверстниками в футбол. Теперь он сам дарит подарки совсем молодым, но уже вполне заслуженным спортсменам, ингушским футболистам из самой, пожалуй, знаменитой в республике команды «Эрзи». В переводе значит «Орел». Маленькие орлята – чемпионы России и мира по юношескому мини-футболу. Несмотря на свой возраст, они доказали, что в футбол можно играть хорошо. И, конечно, приятно, если твои достижения в спорте не остаются без внимания президента республики. Ингушетия становится кузницей кадров Олимпийского резерва. А совсем недавно президент снова принимал победителей. Этим ребятам немного лет, но они уже научились проявлять волю к победе, твердый характер, желание во что бы то ни стало побеждать, быть первыми. И они ими стали лучшими из лучших. Кадеты Горского кадетского корпуса заняли на смотре кадетских корпусов России первое место. А юные спортсмены стали победителями всероссийского турнира по мини-футболу «Честная игра», проходившем в Пензе. Вот что очень отрадно для всех нас, для любого жителя Ингушетии, нашей многонациональной Ингушетии, то, что наши дети, наши спортсмены юные, вот за этих последних 6 лет они трижды становятся лучшими в Южном федеральном округе и лучшими в России, представляют Россию на международных соревнованиях. Так произошло и вот в этом году. А ведь в конкурсе участвовали 46 команд из 39 регионов страны. Всем кадетам и футболистам и их наставникам были вручены ценные подарки и денежные премии. Мурат, я еще обращаюсь к тебе с благодарностью и с уважением. И знаю, что благодаря тому, что ты президент такой важной республики, ты уделяешь большое внимание детскому спорту. И то, что твои орлы обыгрывают всех в мире и в Европе, это первый показатель. Я знаю твою заботу о детях, а это будущие чемпионы Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Судя по настроению президента Олимпийского комитета Леонида Тягачева, Ингушетия – перспективный для российского спорта регион.